Здравствуйте, вас приветствует команда Touch Life. Продолжая нашу рубрику «Статистика», мы не обошли стороной студентов. Мы решили узнать, сколько же средств они тратят на жизнь. Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге составляет 8900 рублей. Давайте посмотрим, хватает ли им этой суммы. аксарияти ҷавонон баъд аз хатми мактаби миёна кӯшиш мекунанд ки ба шаҳрҳои хориҷа ба хонданӣ бираванд ва статистика нишон медиҳад ки бисёри онҳо ба шаҳрҳои Русия ба хонданӣ меоянд. мо барои шумо кӯшиш мекунем ки аз ду шаҳри калонтарини Русия, аз Москва ва Санкт-Петербург донишҷӯёнро биёвем ки то ин ки онҳо ба мо маълумот бидиҳанд ки тақрибан дар давоми як моҳ чӣ қадар маблағ сарф мекунанд. Сараввал ҳамроҳи мо тамошо мекунем ки дар шаҳри Санкт-Петербург чӣ ҳодиса рух медиҳад. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Зарина. Зарина, очень приятно. Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на данный момент своей жизни? На данный момент в жизни я учусь в колледж петербургской моды. Позвольте такой нескромный вопрос. Сколько вы примерно тратите в месяц на жизнь? Примерно сумма где-то от 10 до 15 тысяч. А куда примерно уходят средства? В основном уходит на одежду, также для учебы в плане проездной в плане, вот. Также для покупки книг и, в принципе, все. Да, также на еду, конечно же. А что вы читаете? Я читаю «Войну и мир». Нравится вам? Да, вначале стрёмно, так, в середине все очень интересно и как бы хорошо. Книжка действительно хорошая. Может быть, что-нибудь вы хотите сказать студентам, абитуриентам? Единственное, что могу сказать студентам, так это тратьте свое время, пожалуйста, правильно, потому что диплом это всего лишь достижение цели, а имение знаний это уже ценный багаж. Поэтому, если вы их тратите в правильное время, то на все можно как бы спеть, да, и отдыхать, и также учиться. Все. Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кьём. Очень приятно. Кьём, а чем вы занимаетесь на данном этапе своей жизни? В данном этапе сейчас я учусь в гидрометеорологическом университете. На 3-м курсе. Вы, получается, студент, да? Позвольте нескромный вопрос. Сколько вы примерно тратите средств на жизнь? Ну, если примерно сказать, вам 12 тысяч рублей в месяц, да. 12 тысяч рублей в месяц. Как распределяются ваши расходы? Ну, в основном больше трачу на питание, еще на на проезд. И придется же еще надо купить для себя вещи, там еще вот такие, да. В основном на питание идет. Может быть, вы что-то хотите сказать студентам, абитуриентам? Что хочу сказать? Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Садуло. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь на данном этапе своей жизни? Я сейчас студент, учусь здесь. Позвольте тогда нескромный вопрос. Сколько вы примерно тратите средств в месяц? Так сказать, примерно 10 тысяч в месяц, да. На что примерно уходит сумма? Там на питание, проезд. Иногда бывает, сходим в магазин за одежду, там. Может, вы что-нибудь хотите сказать студентам или тем, кто только будет поступать? Что я хочу сказать? Приезжайте в Питер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Расскажите, а чем вы занимаетесь на данный момент в своей жизни? Я учусь в университете. В каком университете? РГПУ имени Герцена. Ольга, позвольте нескромный вопрос. Как вы думаете, сколько примерно нужно средств, чтобы полноценно жить студенту, учащемуся? Я даже не знаю. Может быть, 15-20 тысяч. А как у вас самой обстоят дела с деньгами? Я особо не трачусь. Мне кажется, я проживу где-нибудь на 10 тысяч в месяц. Не знаю. А на что примерно уходит сумма? Больше всего уходит на еду, за интернет, за телефон заплатить. Так. На одежду много уходит средств.
Спасибо. А может быть, вы что-нибудь хотели бы сказать студентам? Ну, наверное, нет, я воздержусь. Спасибо. Здравствуйте, это команда Touch Life в Москве. Вы уже заметили, что наши коллеги в Санкт-Петербурге провели опрос расходов и доходов у студентов. Посмотрев на официальные данные суммы прожиточного минимума в Санкт-Петербурге и в Москве, мы увидели разницу практически 2 раза. Неужели жизнь в Москве настолько дорогая? بله، در حقیقت شهر مسکو نسبت سنت پترزبورگ خیلی قیمت‌ترین است. چون که از روی استاتستیکا در مسکو نسبت فرانسه و لندن گرفتن مشکل‌تر است. ببینید در یک ماه 16,000 دانشجویان میرسه یا نه. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Заня. Каков ваш род деятельности на данный момент? Я студентка МГУ имени Сашина. Позвольте нескромный вопрос. Какая сумма необходима для полноценной жизни в Москве? Так как я живу с родителями, и мои расходы составляют в месяц плюс-минус 5000 рублей. На что больше всего уходят деньги? Больше всего у меня уходит на питание, потому что в Москве всегда хочется вкусно покушать. Хотели бы вы что-нибудь посоветовать или пожелать студентам и абитуриентам? Абитуриентам я желаю поступить в желаемые вузы, ну а студентам легкой сессии. Спасибо большое. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, ваше имя и возраст. Здравствуйте, меня зовут Фархад, мне 21. Какова ваша деятельность в данный момент? Где учитесь? В данный момент учусь в Московском государственном университете культуры и искусств на 3-м курсе. Хотела бы задать нескромный вопрос. Сколько в месяц у вас уходит на расходы? У каждого человека выходит по-разному, а у меня выходит 15 тысяч за месяц. На что больше всего уходит средств? Больше всего у меня на питание, на проживание, на дорогу. Какие ваши пожелания студентам и будущим абитуриентам? Студентам желаю, чтобы они сдали сессию на отлично. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваше имя и возраст. Здравствуйте, меня зовут Севич, мне 18 лет. Каков ваш род деятельности в данный момент? Где-нибудь учитесь? В университете, в колледже? Да, я учусь в Исламском институте, в юридическом колледже, а также я подрабатываю. Хотела бы задать нескромный вопрос. Сколько в месяц уходит на расходы? С учетом того, что я обеспечиваю сама себя, в месяц уходит 25 тысяч. А на что уходят эти расходы? В основном на проживание, на питание, на дорогу. А какие ваши пожелания студентам и абитуриентам? Студентам я желаю терпения и стойкости, а абитуриентам удачи и успеха. Мы нашли в Москве студентов, которые согласились дать нам нужную информацию для будущих абитуриентов. И с этим вопросом мы решили обратиться к молодежи, а именно к студентам. Да, действительно, жизнь в Москве оказалась гораздо дороже, чем в Петербурге. Надеемся, что мы провели опрос не зря, и вы сделали для себя соответствующие выводы. мо кӯшиш кардем ки барои шумо маълумоти муайянро ҷамъ оварем то ин ки барои шумо фоидаовар бошад. хулосаро бошад ҳар як нафар барои худаш бояд барорад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. бо барномаҳои мо бимонед.